И последнее. Жители поселка Чернышевского вынуждены покупать хлеб впрок. В декабре там закрылась единственная пекарня, и теперь чернышевцам продукт первой необходимости завозят по расписанию. В местной администрации проблемы в ситуации не видят и обещают в скором времени возобновить выпечку хлеба в поселке. С подробностями Елизавета Кочетова. Для соблюдения норм питания работники вынуждены нарушать нормы санитарные. Хлеб закупают впрок и хранят на улице в железном контейнере. Что делать, когда морозы отступят, в детском саду не знают. Нам привозят хлеб, мы заказываем мирный, на 3 дня. Вытаскиваем на улицу, замораживаем, что категорически не разрешается для питания детей. Размораживаем и даем. При разморозке хлеб теряет все свои свойства. Проблема назревала давно, говорят чернышевцы. Хлеб потерял качество еще в прошлом году. Тогда пекарня попала в руки к новому хозяину. Молодой предприниматель, в свою очередь, сетует на устаревшее оборудование, ветхое здание и российский менталитет. Основная проблема – это отсутствие рабочего персонала, а именно пекарей. Это вот основная проблема. Также проблема, необходим ремонт оборудования. Просто уже все еле наладом дышит. Я бы ее давным-давно уже пекарню закрыл. Когда первый раз столкнулся только с вот этим всем. С рабочими, с вот этими с пьянками ихними. Я бы ее давным-давно закрыл бы. Пока не нашел. Но я не мог ее закрыть, потому что мне надо было как-то кредит эти платить. Которую вы на пекарню брали, да? Да, которую мы брали на пекарню. Роман Ганиев жалуется. Содержать пекарню в маленьком поселке оказалось невыгодно. Но несмотря на финансовые проблемы, он вновь запустит хлебобулочное производство в старом здании. Говорит, в администрации района обещали помочь. В ближайшее время, наверное, в феврале, сейчас закупим муки и попробуем запуститься. В администрации поселка Чернышевского от комментариев отказались, сославшись на то, что проблемы в ситуации не видят. Но к июню обещали вопрос решить – открыть новую пекарню.